Под Сыктывкаром оперативно устранили аварию, из-за которой 2000 жителей остались без тепла. Инцидент произошел по вине водителя лесовоза. Совершая маневр, он не заметил, как протаранил арочную теплоцентраль. Операцию по восстановлению тепла под контроль взял глава Коми Владимир Уйба. О последствиях коммунальной аварии Ольга Коняева. Около 8 вечера пятницы часть поселка Краснозатонский осталась без тепла. Груженный лесовоз, заезжая на территорию производственной базы, снес арочную теплоцентраль. На котельной почти сразу обнаружили спад давления. Аварийные бригады оперативно приступили к ремонту. Узнав о случившемся, на место выехал глава Коми. Все бригады сейчас на месте, приняли, на мой взгляд, единственное правильное решение. То есть делают сейчас напрямую врезку, без устройства арки, перекроют этот проезд, потому что на кону 2000 человек сейчас остались без теплоснабжения, и 23 многоквартирных дома и 9 частных домов. Поэтому, конечно, вот сейчас задача номер один – это восстановить как можно быстрее. В тот момент температура на улице понижалась. Ночью по прогнозу ждали -20. Сотрудники управляющих компаний мониторили состояние внутридомовых систем, которые могли не выдержать долгий перерыв в отоплении. Уже через 4 часа тепло появилось в 31 доме по улицам Флотская, Корабельная, Речная и Судоремонтная. Последний жилой объект и других потребителей подключили 1:30 ночи. Мы сами лично проверили, насколько осуществлена подача теплоснабжения в дома. Лично походили по домам, посмотрели, да, тепло было уже в домах. К сожалению, такие инциденты имеют место быть при, на наш взгляд, нарушении правил перевозки грузов. Эта арка была сделана с запасом по высоте против тех норм, которые установлены для движения такого транспорта. Был сделан даже дополнительный запас. Но, к сожалению, происходят такие, на наш взгляд, недобросовестные перевозчики, когда при нарушениях перевозок таких грузов, к сожалению, такие вещи происходят. 47-летний водитель МАЗа, житель Карткировского района, пояснил инспекторам ГИБДД, что заезжал в этом месте на базу для разгрузки леса и не заметил, как задел манипулятором трубопровод. А когда обнаружил лежащую на прицепе часть трубы, вернулся на место происшествия. В отношении водителя МАЗа на данный момент ведется административное производство по факту нарушений, предусмотренных несколькими статьями, такие как повреждение дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. Также за то, что водитель МАЗа покинул место дорожно-транспортного происшествия и нарушил правила перевозки грузов. Теплотрасса восстановлена по временной схеме, обеспечена безопасность объекта. Муниципальное предприятие «Жилкомуслуги» сейчас подсчитывает ущерб, который будет предъявлен виновнику. Если не в добровольном порядке, то через суд. Кроме того, виновнику грозит штраф за административные нарушения и даже лишение прав за оставление места ДТП. Восстановленную теплотрассу огородили бетонными сооружениями, а потому проезд сейчас здесь вообще невозможен. Устанавливают проход для пешеходов, а саму арку будут восстанавливать уже только после завершения отопительного сезона. Ольга Коняева, Никита Чернов, Иван Богомолов, телеканал Юрган.